Не подъехать, не пройти. Именно так говорят жители Мирного про парковку у городской больницы. Жалобы по этому поводу от населения постоянно поступают в адрес местных властей. Когда вопрос сдвинется с мертвой точки, выяснил Руслан Фаткулин. Мирнинская центральная районная больница – это, пожалуй, одно из самых посещаемых учреждений города. Ежедневно сюда приезжают сотни пациентов на прием к специалистам. Однако, прежде чем попасть к врачу, горожанам приходится пройти другую своеобразную очередь – очередь на свободное парковочное место. Вереница из припаркованных у поликлиники машин растянулась до центральной улицы. Несмотря на то, что стоянка здесь есть, количество мест на ней катастрофически не хватает. Невозможно подъехать, постоянно пробки. Дискомфорт для водителей. С тем, что стоянка в районе поликлиники нужна и как можно скорее, согласно и руководство лечебного учреждения. Ведь кроме самих мирнинцев на прием приезжают и жители близлежащих поселков Чернышевского, Светлого и Алмазного. Всего прикрепленного населения у нас 53 тысячи. Больница наша была рассчитана, когда строилась в советское время, на 15 тысяч населения, и парковки были предусмотрены для 15 тысяч населения. С данной проблемой согласны и депутаты районного совета. На прошедшем недавно заседании они подтвердили, что готовы помочь, а именно профинансировать проектные и строительные работы. С одной лишь поправкой. Инициатива в этом вопросе в первую очередь должна исходить от городских властей. И предлагаем профинансировать с последующей передачей финансовых средств в виде межбюджетных трансфертов муниципальному образованию город Мирный, так как вопросы обустройства дорожной сети, придорожных всех элементов – это вопросы исключительной компетенции по полномочиям муниципального образования город Мирный. Сейчас в районной администрации решается вопрос о выделении финансов для выполнения проектных работ. А Мирнинской больнице рекомендовано принять участие в согласовании использования земельных участков с Министерством имущественных и земельных отношений республики. Руслан Фаткулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».